Первые переселения в истории ислама. Курайшиты, как только им стало известно об отбытии мусульман из Мекки, сразу же отправили в Эфиопию двух своих послов с многочисленными дарами для ан-Наджаши, его свиты и его патриархов, надеясь добиться выдворения мусульман из этой страны. Они приехали к ан-Наджаши с обращением, но прежде чем обратиться к нему, они отдали каждому начальнику, находящемуся в его подчинении, предназначенный подарок. После разговора с этими двумя послами ан-Наджаши отказался сразу же выдворить переселившихся мусульман из своей страны, без предварительной беседы с ними и без осведомления об их новой религии. Когда к нему привели мусульман, правитель страны в присутствии послов курайшитов спросил их, что это за религия, которой вы разделили свой народ, и которая не входит ни в мою, ни в любую другую религию. От имени всех переселившихся мусульман выступил Джафар бин Абу Талиб. «О царь, мы были невежественным народом, поклонялись идолам, ели мертвечину, занимались развратом, порывали родственные отношения, враждовали со своими соседями, и сильный среди нас поедал слабого. Мы были такими, пока Аллах не отправил к нам посланника из нас, происхождение, честность, надежность и праведность которого нам точно известны. Он призвал нас к Аллаху, велел, чтобы мы поклонялись только Ему одному и отвергли то, чему раньше поклонялись мы и наши предки, помимо Него, камни и идолов. Он повелел нам говорить правду, соблюдать доверенное, поддерживать родственные отношения и запретил нам совершение мерзостей. Мы поверили Ему и уверовали в Него, и последовали за Ним на основе того, что Он принес от Аллаха. Однако наш народ пошел против нас и стал подвергать нас мучениям и искушениям, пытаясь отвратить нас от нашей религии и возвратить к поклонению идолам. После того, как они стали принуждать нас совершать над нами насилие и тиранию, мы уехали в вашу страну, отдав предпочтение вам, чем всем остальным, и встали под твою защиту, понадеявшись, что ты никому не позволишь притеснять нас». Выслушав Джафара, ан-Наджаши попросил его прочесть что-нибудь из того, с чем пришел посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Джафар прочитал начало суры Марьям, а ан-Наджаши стал плакать так, что промокла от слез его борода, а затем сказал: «Это то, что принес Иса, несомненно, исходит от одного источника». Обратившись к двум курайшитским посланцам, он заявил: «Отправляйтесь. Поистине, клянусь Аллахом, я не отдам их вам, и им не буду досаждать». Однако хитрые мекканцы не отступили. Они снова вернулись и обратились к ан-Наджаши. «О царь, поистине они говорят об Исе, великую вещь. Отправь за ними людей и спроси их, что они говорят». Эфиопский правитель отправил за мусульманами и получил от Джафара такой ответ: «Мы говорим о нем то, с чем пришел наш пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, а он говорит о нем следующее: он раб Аллаха, и дух его, и слово его, которое он внушил Марьям, пребывавшей девственницей». ан-Наджаши ударил рукой о землю, схватил палочку и горячо выпалил: «Клянусь Аллахом, что Иса, сын Марьям, не отличается от того, что ты сказал, даже на размер этой палочки». Затем царь возвратил подарки и отправил курайшитских послов домой.